Святое место, помню я как сон, твои кафедры, залы и коридоры, твоих сынов заносчивые споры о жизни, о вселенной, обо всем. Казахский национальный университет изначально был сформирован как флагман высшего образования и запрограммирован под особый статус. Но этот статус был обретен не сразу. За 75 лет университет перенес множество испытаний. Ни одна страница истории не обошла его стороной. Страшный голод, тягости войны, тотальная перестройка и развал Советского Союза. Все это не только наложило отпечаток на его жизнь, но и способствовало развитию лучшего вуза страны. Сегодня в программе мы расскажем о том, каким сложным и длительным был этот путь. В 30-е годы государственные реформы не принесли ожидаемых результатов. Мало кто в поздние советские времена задумывался о цене, заплаченной несколькими поколениями за политический произвол. Цена страшная, и трудно говорить обо всем происходившем в те годы без эмоций. Сталинский период в Казахстане – это не только Степлак и Карлак, через который прошли миллионы заключенных, это еще и Голощёкинский голод, унесший миллионы человеческих жизней. В то время не хватало не только продуктов питания, ощущалась острая необходимость в профессиональных кадрах. Жесткие репрессии безжалостно уничтожили интеллектуальную элиту страны. В Казахстане сложно было встретить грамотных людей, умеющих хотя бы читать и писать. Со временем школы и лицеи начали постепенно восстанавливаться, но для нормального развития общества нужна была полноценная кузница кадров, которая смогла бы поднять отечественную науку на новый уровень. 20 октября 1933 год. Совет народных комиссаров СССР постановляет организовать в городе Алмата Казахский государственный университет имени Кирова. Улица Советская, дом 28, бывшая Вернинская мужская гимназия. Сейчас на этом месте находится финансово-экономический факультет КазНПУ. Именно отсюда начинался путь флагмана высшего образования Казахстана. Мало кто знает, что в двери этого здания 19 января 1934 года вошли первые руководители, профессора и студенты КазГУ. Причем первый набор составлял лишь 50 человек. Несмотря на то, что университет открылся на базе двух факультетов биологического и физико-математического, стране нужны были высококвалифицированные специалисты в различных отраслях зданий. А впоследствии электорат перекочевал на Кирова-Панфилова. Сегодня это Академия искусств имени Жургенева. Прежде чем это здание стало штаб-квартирой вуза, должна была пройти еще четверть века. А до того, как оно стало самым гостеприимным в мире студенческим прибежищем, ему пришлось послужить кровом для высших партийных институтов. Это здание сыграло выдающуюся роль в освоении целины, в нем находился штаб целинной компании. Именно здесь молодые энергичные Леонид Брежнев и Динмухамед Кунаев руководили напряженной работой аграрного и индустриального преобразования Казахстана. Сам образовательный процесс начинать было нелегко. В то время не хватало учебников и преподавателей. Материальная база тоже оказалась довольно слабой, всего лишь 4 аудитории. Выходили из положения по-разному, занимались в здании педагогического университета, жилье также находили на базе других учебных заведений. Крупнейшие вузы Советского Союза не остались равнодушными и оказали огромную поддержку молодому университету. Благодаря этому началась ежедневная плодотворная работа. Да, именно работа. Учебу во все времена надо считать одной из главных жизненных целей. Труд этот довольно непростой, но всегда оправдывающий себя в будущем. Со временем было построено небольшое общежитие. Нашлись места и возможности для организации дополнительных кабинетов и лабораторий. Затем открываются химические и филологические факультеты. Нужно ли говорить о том, как жадно стремились к знаниям первые студенты? Не хватало пособий, зато был велик энтузиазм. Молодежь стремилась войти в удивительный мир науки и быть полезным своей родине. Однако благополучная обстановка в рядах советских граждан совсем скоро исчезла. Проклятая война стала мощной преградой на пути к знаниям и мирному труду. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал священным девизом и для КазГУ. На фронт ушли многочисленные студенты и преподаватели университета. Защищая свободу своей нации, они наносили бесщадные удары по фашистам. С именами наших героев связаны великие подвиги Великой Отечественной войны, в том числе и при защите Брестской крепости. А те, кто остались в университете, обязались изучить как минимум одну из военных специальностей. Они отлично владели винтовкой, гранатой, пулеметом. Даже в эти суровые годы, твердо веря в победу, КазГУ заботился о будущем нации и культуры. Ощутима была студенческая помощь госпиталям, колхозам и фабрикам. Лаборатории освоили производство медикаментов. На заработанные деньги покупали одежду и отправляли ее на фронт.
Великая Отечественная явилась тяжелейшим испытанием на стойкость воли и прочность морального духа, но коллектив университета выдержал его с честью. КАЗГУ выполнил великую миссию, возложенную на него, как на первую кузницу кадров. Разгромив немецких захватчиков, в университет вернулась молодежь, опаленная войной. Вернулись не все. Бывшие солдаты с особым трепетом относились к постижению научных знаний, активно занимались общественной работой. Именно из них в дальнейшем выросли видные ученые, талантливые педагоги. В послевоенные годы наука начала развиваться ускоренными темпами. Молодые ученые всерьез занимаются новейшими технологическими разработками. Именно в это время зарождаются многопрофильные школы, оживляется деятельность факультетов, вспоминает Кансиит Абдизулы. Очень сильные были школы филологические, то есть русской филологии, казахской филологии, особенно казахской литературы, потому что следом Мухтара Әуезова сюда подтянулись многие его ученики и поклонники крупных ученых, как раз приходится на послевоенные годы. Особенно, я скажу, что в эти годы как раз совпадает со временем бурного роста. Однако для того, чтобы совершать разносторонние научные открытия и внедрять их в производство, нужны были дополнительные средства и новые факультеты. Долгое время университет не располагал такими возможностями. В то время, когда собственных профессоров было катастрофически мало, обучать наших студентов приезжали московские педагоги. Как раз в это славное время и довелось учиться Абдешу Толеубаеву, одному из первых выпускников кафедры археологии и этнологии. Я помню, в 70-е годы, первые годы, у нас не хватало специалистов. Тогда наш первый заведующий кафедрой Абдуманап Оразбаев приглашал с Ленинграда, Москвы известных ученых, таких как Черников, Грязнов, Артамонов и других. Они к нам приезжали буквально на 15 дней, и мы 15 дней были заняты только лекциями этих известных ученых. Руководство университета пошло на такую нестандартную, так сказать, организацию нашего учебного процесса, чтобы мы получили очень такие вот знания у таких известных профессоров. Вскоре ситуация стабилизировалась, и в 1971 году произошло радостное событие. За заслуги в подготовке специалистов народного хозяйства и развитии научных исследований КАЗГУ награждается орденом Трудового Красного Знамени. И тогда в жизни флагмана наступает переломный момент. Именно в 70-е годы начинает строительство знаменитого Казгуграда. Большой студенческий городок с учебными корпусами, общежитиями, спортивными сооружениями раскинулся у подножия Алатау. В этот период укрепилась материально-техническая база. Заметно оживилась и научно-исследовательская работа. Новые учебные корпусы получили биологический, географический, юридический, философско-экономический и исторические факультеты. Также в те годы было построено здание ректората, 12 общежитий и студенческая столовая. Университет получил международное признание, окрепли связи с научными центрами Европы. Чтобы управлять все более разрастающейся империей КАЗГУ, нужен был незаурядный лидер с общепризнанным авторитетом. История университета знает много ректоров. Один из них оставил себе настоящую память как человек, наиболее долго руководивший этим вузом, более всего сделавший для него и буквально создавший то, что мы знаем теперь как КАЗГУ. Это был Умирбек Жолдасбеков, дядюшка Джо, как любовно и с трепетом называли его подчиненные, преподаватели и студенты. Жолдасбеков удачно соединял в себе качество талантливого ученого и организатора. Благодаря ему в университете впервые прошел конкурс «Студенческая весна». На новый уровень вышла спортивная жизнь КАЗГУ. Памятник настойчивости, предприимчивости и амбициям Умирхана Жолдасбекова – это, собственно говоря, и есть сам Казгу-Град. О том, как сложно было зарабатывать особый статус, могут рассказать старожилы, ведь именно на их глазах университет создал историю. Для одних он сакер, для других мэтр, а третий ласково называет его папой. Однажды Аль-Фараби сказал, что истинный устаз отдает своим питомцам частицу души. Вот таким учителем с большой буквы является Сагамбай Кузыбаев. Каждый раз он дарит свет своей души всем ученикам, бесчисленным поколениям журналистов. 37-й год подряд я с содроганием вхожу в теплые ворота родного университета. 75 лет – это большой, огромный срок. Самое сокровенное, которое тебе дал родной университет, альма-матер, вот это остается на всю жизнь. Одним из самых значимых периодов в истории университета являются 90-е годы. Распалась великая держава. Для страны это было тяжелое время не только в политическом, но и материальном плане. Зарплата не успевала за ценами на рынках. Но в КАЗГУ жизнь била ключом.
Уже появились первые предпосылки к суверенитету и введению собственной валюты. И, наконец, это случилось. Страна обрела статус независимости. Коренные изменения в обществе не могли не сказаться на сфере образования республики. Поэтому следом за страной Казгу также удостоился особого статуса. Ему присвоено новое название – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, который первым подписал Великую хартию университетов среди стран Центральной Азии. История любого старинного сооружения насквозь пропитана тайнами и загадочными случаями. Казгуград не является исключением. Я вам скажу, что вот этот вот корпус, он ГУК-3, или как он называется, вот, факультет журналистики, исторический, филологический. Если вы спуститесь внизу, там такой же высоты подвал. Я пытался там организовать дискотеку. Когда мы шли смотреть вот эту площадь, какие-то две тени промелькнули. Две тени. Мы, естественно, перепугались, там освещения не было. Но с того времени, не знаю, с чьей руки, говорят, что это привидения. Конечно, эти привидения, если даже есть, они берегут нашу честь. Обучение в ВУЗе – это прекрасное время нашей юности. У любого молодого человека, впервые переступающего порог университета, в душе рождаются мечты встретить здесь новых друзей, лучших преподавателей. Каждый хочет стать настоящим профессионалом своего дела. КАЗНУ – это особый статус храма научных знаний, единства молодости и мудрости. Сегодня Казахский национальный университет – это сочетание традиций и инноваций в области высшего образования. КАЗНУ создает все условия и возможности для выражения идей и мыслей, поддерживает культ знаний и стремление к успеху. Ректор университета Бахыджан Жумагулов отметил: волей судьбы нам отведена почетная и трудовая роль первопроходцев. У нас есть четкая стратегия развития и бесценный 75-летний опыт работы. Это залог того, что первый университет страны всегда будет эталоном высшего образования Республики Казахстан. Продлись, студентов славный род, и ты наш общий дом, наукой движимый вперед и разума трудом. Поклонимся мыслителю, кто в суть вещей проник, пусть превзойти учителя дерзает ученик.